Всем привет, дорогие друзья! Праздники прошли. Я к маме так и не съездила. И сегодня вот собралась к ней в гости. Вот и нашу Марфу еще посмотрим, как она там живет. Выросла, как она. Вот, ну, в общем, поехали. Я у мамы уже. Сейчас пойду к нашей Марфуше. Марфуша у нас вон какая. А ты, видать, кагукит, сукит, как она гостиница. Шок, сукит, ушка мокит, да. А тебе да никто, а ник, а радость, а шуклен радость, ай, это. Она вон как не нарадуется. А тебе да, как гукит. Ой, куртали меня показ. Мучка мокти. Ай тебе да. Муса, да. Вот ты, муса. Да? Вот ты, мусажок. Кагукит, радость кагален. Кучера шуинянька мокта. Вон она какая хорошенькая. Вот как встречает меня. Ага. Не может нарадоваться даже. Шук, да, суки. Шой. Ну, хлеб немножко вон дала. Хлеб грызет. Такая добрая, такая миленькая, да? Ой, красавица ты. Да, зюлетей. Да, виндан шой, первой нянь тогда вылезти. Кагукит. Сюк ты. Сюк эту. Тюбудё. Boşaldın mesela kurtkası şa. Ну вот. Марфуша наша. Вон какая уже выросла уже. Не такая уже маленькая, да? Красивая. Очень красивая собачка. Ну а теперь зайду я к маме. И гостинцы я принесла подарки. Лёша тоже принесла на день рождения. 1 февраля у него было день рождения, я лежала в больнице, на операции была, и не смогла принести ему подарок. А сегодня вот и маме на 8 марта тоже маленький подарочек сделала. Сейчас зайдем в гости. Вот. Это подарок. Сейчас занесу. Бур. Или это по-комни. А по-русски как называется. Или буры есть. Ну все, захожу там к ним в гости. Вот, Лёше подарок сделала. На день рождения, конечно, не была. И вот он показывает. Бур. А по-русски буржа вообще, да? Буржа, да. Но вот бур. Рыбаку. Будет, пусть рыбу больше пусть половит. Наловит. И рыбкой будет кормить. Вот. Нормальный брак, да? А, он на куш. Корта спокойно виделанда. Мунанда сене мужик ясит подкедласны. И маме подарок тоже сделала. Вон, посмотрите, мама блины напекла. Чай будем с блинами пить. Пирожки там в углу испекла. Ну, я ей подарила, значит, для суставов. Болеют, и Лёша болеет, колени тоже болеют, и у мамы тоже болеет поясница. Вот, и чайка в сказке долголетие. Вот. Пусть заваривают
и пьют, лечатся тогда. Я у мамы. Вон блины показываю. С блинами буду чай пить. А сейчас мама греет суп, грибной суп. Пирожки с грибами еще дай. Но это чай будем пить. Вот. Блины, пирожки с грибами и суп грибной. Пообедаем. Да. Я очень люблю грибной суп, как вы знаете. Мы очень любим с Сережей. Вот. А сегодня буду обедать у мамы. Покушаем грибной суп. Супчик. Грибной суп. Такой вкусный грибной суп. Так, у мамы с вермишелью супчик грибной. Но вкус такой же. Te punem jar ten luk тоже, да? Мы сливочный виен. Да. Точно такой же. Лук с мукой, также пожаренный с маслом, сливочным маслом. И тоже такой же очень вкусный. Прелесть. Так, всем приятного аппетита. Я дальше кушать. Вот, суп покушали. Сейчас будем кушать блины. Блины такие мягкие. Такие вкусные блины. У мамы вообще мягкие блины, вкусные. Сейчас блины покушаем, потом попробуем булочки с грибами. Ну и, конечно, гостинцы. Тоже отвезу Сергею. Он очень любит у мамы всякие испеченные пирожки, блины. Он очень обожает. Пью не чай, а морс. Сушеные черники, сушеные рябины. Тоже очень вкусно. Сейчас попробуем булочки с грибами. Видно. Такие мягкие. Такие вкусные. Такие угощения мама приготовила. Ой, огромное спасибо ей. Все замечательно. Сотка, да? Sotka da. Čia komkai vat kailini. Obje. Una Mercedes ceri. Čia reiškia tavo veikia, kailina dėl pašė. Gorim nasai, kuria čia visą katlą man. Vyvi. Abo. Veikia os pašė. Omelė pašė. I gorim nas omelė pašė. Na, čia. Варс, да. Вика, форкеслен. Снимите. Кодемики карабергеде жугла. Там да двойны. Вика форкеските. Ну и как тебе подарок? Хороший подарок. Ой, вот подарок ты. Да. Сергею большое спасибо. Да. Большое Да. спасибо. Ну, вот и потом будет ловить, чтоб только ловилась рыба много. Только нас дедок Москва на кайли. Угу. И как не мальчик. Да.
Vegetarianite. Buite, sucia, tervajat, meio. Que sucia siga. No, okušao. Мы пешки денесете не, мы. Пробыть не знаю, kitcher. Пробовать? Че, мы помогаем? Да я паспортиш. Паспорт, давай, мен люди не получат. Вот, паспорт и сюда. Ну, Не пишу, мы сейчас должен просто паспорт нам. Это шубы нали мыйте есть? а мы тебе ядил где-нибудь. Мужикас? Вещи пускай сюда, меня бьется. No, тае не воште, видя даница ше. Да, отделено. Только не ария зачем ты. No, а след ше лови, ознага кушка ми кекерне. Не за буртор лови тая. Рыболова это самое главное надо Тебе, наверное, зимой. вот, Мике. Поясни митлены, кисянка. Мы вукса. Да, шедес, сейчас я. Или кужмедени. Тая, наверное, А я куйжетемен. Кужмедени. тая, вот кость как раз. А или мыйке се может кужмедени. Или сколько се кужмедени. Колока, Еще на кужжи купетес. кузик, наверное, знаю, позже. А мы, наверное, сие вычестно, сие и наверное. Кужмедни, потому что может мыйку заедет. А кто? Часто я видел, нахуй. Ну. Сиешке, ще, Мике, оскос, я. Мука, Да я кодеся, сейчас... Да я Мике. кае ведита, че жулеж на кае. Но мы сейчас, я позже, тушаске уже колока. Лужедни, да. Да, сие, наверное, тая. Да. Да, Bude dik tuša. селеттище. Rajan tehdä ryktystään. Siellä on rossuttissa. No, Viikelen kurvasan siellä miikelen mä oli tää. Sillä me tjutsi pitää mä dududik minä. Ata eka kras, hyödytät. зельский купедема может вели. Sillä on. Сия ветадори журан на куйжда. Курбашит. Конечно. Но сейчас поростовочный на всички след. Ну и вот и бур. Хороший подарок. Ой, бур подарок. Алексею понравилось очень. Вот. Он довольный. Да, Так что будет. Да. Пробуйтный. Вот. Проба. Пробу снять. Поехать рыбу ловить. Ну, сейчас же пока у нас, можно сказать, весна уже. Вот, и сейчас-то уже рыбу-то и ловят. Ездят уже люди, ходят. Не знаю, только рыба есть, ловится или не ловится. Но Алексею пусть много рыб наловит. Да, только вот черви надо. Они не идут чекиды. Дворын, дворатка. Dvoradını satışlar nasıl? Не уже еще. Varşatayna siyah. Mıyke ve Dünya dvortayna. Карат вед вузален мыйки ясте, опарыш ясте. Вот сиека башни денит. Опарыште и она мясирга опарыш влеже. А mıyke anne seti bir şey yazık kurbaş yazık kaylimde mıyke de niceğindu. Zaten raparış ne yapar başlamadı da ez mıyke. Ez. Jula burada. No. Te mıyke'den gale yazıdan. Bu çukar, kuya çukar. Satışlar mıyke'den puçkesi Шурлаш ясно варне. Шоницете не. Otomatasından puçkesi al şonu. Ne yapsan abu yazıkay. Кос труна. Koskaj, seçim mıyke. Se prejete seçim dolan şu. Ну, ветли да корж. Вечера. Ну, все, подарок понравился. Вот. Пусть повезет рыбку половить, Да. чтобы рыбы много. Ну вот. Mıyke askerlemence gözüme çirip yaşadım. Gözümle de ez bepremeyi. Onca da böyle ya. Давай боже у нас из вечери. Okul millete ez katlamış işte. Тава вай с кошмали са не дикачка, наверное, да се не может. Вай с кос. Вай с бырли вообще. Вообще кос вели, да. До шоколадки вода была в этом году. Да, вади. Пиче се жи сваят, ну когда да се пиче ми се чирикай. Sitten sija jest mukana koşmada
Dikko se purnäkä kekkitä pyrsäkyski. Ah, da, on ved verbi, mutta las petaine kuskene da, vist tällainen, as nimpa, boš tam da kuskan pyrsemme de munne. No, No vaattis ja pitkä tää päivä. все, готов. Мама приготовила Сергею гостинец, блины и пирожки с грибами, вот. Потом отнесем Сергею гостинцы. Çay juomaan, mama, çay juomaan. Надежные пока не крути. Виден. Шнековый. Выбирать шнекис. Он понимаешь. Minik işte de. А, Oktud. торнадо М2. Делаю вращение. Ну. Одинаково где? Ну вот. Я чай села еще попить. Хочу чаю попить. Тонар. Он Norja себе использует тонар. Группы компании Тонар. Леша, ладно, я пошла. Все, пока. Бур, бурсет яны. Чао. Мама пока тоже. Ну, почишлям. Все, давай пока. В будке хлеб кушает так аппетитно. Все, я пошла домой. Собачка вон как хорошо кушает хлеб. Так аппетитно прям. Хлеб очень мягкий. Вот. Ну, пообнимались с Марфушей. Добрая такая, хорошенькая собачка у нас. Все. Марфуша? Как гад. Так спокойно еще сидит. Все, провожает меня взглядом. Ну вот я уже домой приехала. С гостинцами, вкусностями, значит, с блинами, пирожки с грибами. И будем угощать Сергея. А вот и я, друзья, в кадре. Всем привет. Я тоже с вами поздороваюсь. Машенька сегодня вот ездила в гости к маме. И прогулялась там, показала вам, что там показала, Марфушечку показала. Основная, ну, как бы я просил, поснимай, Маша, Марфушечку, я тоже соскучился по ней. Что так и выросла она здесь, в нашем вот, в дворе, и что так хочется видеть ее почаще. Вот.
Ну, Машенька, говорит, поснимала, а там буду монтировать, да и вам тоже это все покажу. Ну, а теща моя Лидия Кузьминична вот такие гостинцы. Маша, наверное, уже показала, что она прислала вот такие блины ажурные. Вот. Но не думайте, что они это самое со сливочным маслом. Они, я знаю, Лидия Кузьминична делает растительным маслом. Слишком уже нарушать пост тоже не будем. Пирожки с грибами. Сейчас это я все, друзья, попробую. И Лидии Кузьминичне оценку. Да. Я буду пробовать это самое блины вилкой. Но вы же меня не, ну, так не сильно не заругайте. Потому что рука не поднимается, поэтому я так пробую. Ну, кто бы сомневался, Маша в маминых блинах. Тещины блины от Лидии Кузьминичны это очень нежные и вкусные. Просто тают. Вот такие блины. Для, так сказать, пробы я съем вот один блин. Прям вот он, прям, я могу сразу засунуть этот блин в рот. Такие вкусные. Замечательно. Прям вот глаза закрываю и наслаждаюсь этим вкусом. Вот что ни говори, вот Маша сегодня снимает за кадром, Маша, да? Что ни говори, Маша, все равно у твоей мамы, у тещи вкус другой блин. Я вот не могу объяснить почему, но блин совершенно раз. Все равно какая-то изюминка, я не понимаю в чем. Пытались уже много раз разгадать, точную копию делаем блинов. Все равно отличается. Вот поставят мне тут по одному рецепту хоть 100 тарелок с блинами по этому же рецепту. Я все равно блины твоей мамы чаще угадаю. И серьезно говорю. Вот. Ну и пирожки с грибами сейчас еще попробую. А с какие грибы, не знаешь? Не знаешь? А тут, наверное, есть всякий сорт. Тут, наверное, моховики и красноголовки. Вроде как это. Вкусненько. Тесто постное и грибы. Тоже постный вариант такой. Ну вот, все угощения попробовал, угостился. Но я еще дальше буду, конечно, угощаться после этого видео. Но у меня я еще не закончил, друзья. Я еще сегодня на этом видео не выговорился, как говорится. Как вы многие пишут, там болтает и болтает. Сидишь и там по-другому уже ишь тоже говоришь. Я хочу рассказать вам, что у нас случилось. Вот на этой неделе, 8 марта у нас. Вот такое случилось такое приключение, не очень даже и хорошее. Не очень даже и хорошее. Ну, я хочу рассказать. Просто, конечно, заснять эту всю операцию, так сказать, не удалось. Потому что не до съемок было мне. Вообще про камеру, про это вообще не думали. Были причины. Началось все с того, что каждый день мы обычно отпускаем Умку на прогулку. В 8 часов утра отпускаем, и где-то часа в 4, сейчас день длинный, ну, светлый день, и где-то часа в 4 она сама никуда не отходит от дома, она поблизости полчаса где-то сторонкой погуляет, приходит в вольер, там полежит, будка полежит, попросится домой, здесь что-нибудь покушает, там вкусняшек, пряников, еще там калач, он очень сушки любит, она грызть, и обратно отпускает. И вот целый день она так гуляет. Но в этот день мы ее видели где-то в обед, 8 марта вот Маша заходила пообедать,
с работы. И вот она шла, ну, бегала по дорожке. Ну, как обычно. Мы ничего такого не заметили. И прошло уже время загонять в вольер собаку. Собаки нету. Начали искать. Ну, в основном где ищем ее? Ищем, где она гуляет. Примерные места знаем. Здесь, в нашей деревне искали, потом в большое село сходили, Нившеру, в сторону основного села, центра, все посмотрели, и даже на машине там дядя Ваня ездил, тоже смотрел. На следующий день, в ночь, началась метель. Ну, короче, в ночь Умки не было, нету Умки. Распереживались, я ночь не спал, вообще не спал. Все время думал, потому что собака все-таки болеет. Бывают у нее приступы такие. И как все-таки первый раз она ночует вне будки, вообще и где она вообще, потому что охотников много, понаставили капканы. Говорят местные, что и попадаются даже собаки. Или волк утащил, потому что был случай сейчас. Недавно просто по селу днем уже волк ходил. Правда, этого волка поймали тоже, но одного поймали, может, за место них, я говорю, пришел второй или что, еще третий, и днем поймали этого волка. Ну, короче, Умки нету. Умки нету. Искали всю, ну, уже темно было, искали, но потом всю ночь-то не будешь искать все равно. И отложили это поиски на 9 утро. И вот с 9 утра дядя Вань, Маша тоже работает, некогда. С 9 утра дядя Вань поехал на машине и тоже опять по селу. Там я уже сказал, ищите уже в мусорках. Может, кто-то задавил, может, еще что-то. И выбросили в мусорный бачок. И там уже, как говорится, искали. Везде искали. Всякие варианты уже никакие не исключали. Вот. И опять ничего. И опять ничего. Такой довольно. И Катерина как раз была, и пешком она ходила уже. А тоже метель сильная началась, пурга. И потом Катюша, она все-таки человек более современный, чем я. И она подала, у нас есть группа в Нившере, группа ВКонтакте. И она подала объявление, может кто-то, говорит, заметить. Фотку выставили Умки. И действительно, через часа два отзывается мужчина. Ну, парень, молодой парень. И говорит, возвращался с рыбалки 2 часа назад, и Умку видели где-то примерно 15 километров от села. В лесу, в тайге, на лесной дороге. Говорит, бросалась под машину. Я говорю, может, это не моя собака. Но я, говорит, видео твои смотрю, собака, говорит, твоя. Говорит, не обманываю. А уже он приехал и уже тоже дома уже побыл, где-то уже было-то 5 часов вечера, что ли. Пока суть до дела, мы начали там собираться. Дядя Вань там еще в бане был, и Алексей, одному, чтобы не поехать, дядя Ваню. И вот он поехал и говорит, еду. Еду по этой дороге, а там лесовозная дорога. Именно не вот трасса, которая слишком широкая, а от лесовоза, чтобы лесовозы разъезжали, шириной такая. И она такая извилистая еще. И еще, как сказать, пурга идет, метель. И говорит, еду, и сзади, говорит, 2 лесовоза идут. Отстают примерно, отстают, говорит, по свету фар, говорит, вижу, что отстают. Еду потихоньку. И, говорит, посредине, где примерно указали, где наша собака там гуляет, посредине, говорит, дороги лежит белый комочек. Но она так устала, посредине прямо дороги легла, Умка, потом ее еще, она сама белая, потом еще ее снегом припорошила, говорит, вообще не видать. Говорит, минут на 10 бы опоздали, вот эти лесовозы, они бы-то не увидели этого, ее. И, говорит, пока, говорит, не вышли с машины, даже, говорит, не встала. Так, говорит, и лежала под светом фар, говорит, ничего. Она, что-то с ней случилось, друзья, я не знаю. Привезли, она такая зашуганная, ничего не понимает. Вот. И вот
это было вчера привезли, да, ночь поспала, даже не кушала, хотя и голодная. А вот сегодня вроде бы начала узнавать Машу, меня еще не видела. Ну, вчера видела, но она вчера не понимала. Вот так. Вот такая история, почти чуть трагедия не случилась. И в итоге хочу сказать большое спасибо Ивану Габову из Киста, который подсказал, увидел объявление и подсказал. Бог, наверное, этого человека свел как-то, что он увидел, и что он увидел объявление в группе. И спасибо большое, Иван, тебе, если смотришь, конечно, это видео. Большое спасибо. И еще спасибо, конечно же, дяде Ваню и Алексею, что не отложили момент как бы спасения Умки на следующий день. Тоже большое-большое спасибо всем троим. Вот так. А как она туда попала? Секрет. У меня есть мысли, что она не сама туда пошла, потому что 8 2 часа дня видели еще ее здесь, а уже на следующий день она уже с Юдора 20 километрах отчила. Я что-то не верю. Скорее всего, сыграли злую шутку, посадили на машину. Может быть, и на машине ей стало плохо. Может, даже и припадок. Я не исключаю такой вариант, что в машине ей стало плохо, начался припадок эпилепсии, и ее просто выбросили. Может быть такое. Я вот где она выбросили, вот она туда километра 3 вверх, километра 3 вниз. И вот она туда вот шастала по своим следам. Она не понимает, куда идти. Если бы она своим ходом туда пришла, она бы по своим следам бы же и обратно и пришла. Вот. Ну, на сегодняшний момент все нормально с Умкой. Приходит в себя. Но, правда, из будки еще выходила только покушать и повела хвостиком на Машу. Потому что Машу он уже начала признавать. Вот так. Все нормально. Надеемся, что нормально. Ну и в следующих видео, последующих, конечно же, мы вам покажем и расскажем, что и к чему и как было. Вот такая история. Не знаю, плохая или неплохая, но завершилась, конечно же, хорошо. Благодаря добрым людям. Ивану большое спасибо, дяде Ваню большое спасибо и Алексею тоже большое спасибо. Вот. Что я и хотел. Наболтался, как говорится. Просто я хочу с вами... Если бы я мог, я бы сел и прямо вот в онлайн-трансляцию включил, как бы спасали Умку, я бы включил прямо стрим на машине. Но, ребята, не было даже в голове такой мысли, потому что так перенервничал, какой я про съемки вообще не думал. Но хотелось бы, конечно, показать бы, но не до этого было. Вот как говорится. Ну что, вот такое видео у нас. Прогулка Маши до мамы, если со стороны меня взять, моей тещи Иди Кузьминичне, спасибо ей тоже скажу за гостинцы. И такой рассказ. Плохой или хороший, но как было, я, друзья, вам рассказал. Вот так. Все, заканчиваю болтовню и говорю вам до свидания. Всем пока, до новых встреч на нашем канале. Встречайте рассветы. И пускай они будут всегда добрые. Всем пока.